Евросоюза до 1 апреля. Сегодня научно-экспериментальная биологическая станция Коми презентовала новый корм для скота. Исследования проводили в течение 2 лет, и вот теперь творение ученых увидели аграрии. Виктор Прокушев почувствовал запах новых возможностей. В коровнике запахло хвоей. Это запах нового корма. С названием еще не определились, но между собой окрестили «Верва». В основе хвойный экстракт. Виталий Жерняк отмечает, технологию взяли от предков. Это давно забытые старые, и еще вы не помните, а я что помню хорошо, когда еще лапник заготавливали пихтовый и сосновый для кормления сельскохозяйственных животных. Двухлетние исследования коми-ученых показали, удои молока уже с первых недель применения хвойного корма возросли на 20%, а это практически 2 литра молока с каждой коровы. Животные такую полезную пищу приняли прекрасно. Животных приходится приучать. Вот по нашим данным, по нашему опыту, приучение длится от 10 дней до 2 недель. Начальник Сыктывдинского отдела сельского хозяйства Игорь Маришин не сомневается. Аграрные районы обязательно возьмут на вооружение хвойное питание. Мы надеемся, что будем сейчас их внедрять и на других предприятиях района, не только района, и республики. Представители были и соседних районов, и Сысольского района, и Карткировского района. Мы очень убедились, что это такое, не такие уже это большие затраты. Сегодня на презентацию приехали представители разных сельхозпредприятий Коми. Всем гостям вручили по мешку вервы. Мы вот возьмем, попробуем вот этот корм, вот который вот шрот вот этот. Может попробуем, может и будем работать, если будет повышаться удои. Сотрудники научно-экспериментальной станции рассказали, что сейчас ведут исследования и в других сферах животноводства. И скоро порадуют аграриев новыми открытиями. Виктор Прокушев, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.